В комментариях подсказали поработать над качеством звука. Признаю, недоработка имеется. Заказал микрофон, придет через несколько дней. Так что пока буду просто стараться говорить громче, особенно когда буду отходить к доске. Итак, напоминаю, что сегодня у нас 5-й выпуск в рамках проекта «Разбуди в себе бурятский язык» для тех, кто желает освоить родной язык с нуля. Напоминаю, что на моем YouTube-канале есть специальный плейлист. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и осваивайте бурятский язык вместе с нами. Сегодняшний выпуск называется «Бурятский и татарский». Очень скоро вы поймете, почему. Давайте приступим. Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами познакомились с предложением «Теде хэре хонхэ ушерте». То есть, если переводить буквально, «они, имеющие причину». И дальше мы с вами договорились для лучшего восприятия вот это окончание причастия, качества или свойства переводить буквально, подвергать прямому переводу. Итак, они, имеющие причину, какую причину? Обладающую качеством или свойством, связанным с действием, каким действием? Ночевать в степи. То есть, по смыслу, им придется ночевать в степи. Кроме того, мы с вами поняли, что слово «ушер» любит выпадать, особенно после определений. Вот наше причастие, качества или свойств хонха как раз и является определением. Поэтому мы сейчас, собственно, это слово и уберем. И у нас в результате получается предложение «Теде хэре хонха» со значением «они будут ночевать в степи». Таким образом, мы с вами видим, друзья, как наше причастие, качество или свойство превратилось в глагол. В данном предложении оно выполняет роль глагола «будут ночевать». Теперь, друзья, возникает логичный вопрос. А какие тогда вообще в бурятском языке есть временные формы глагола, если форма будущего времени, она вторична, то есть она происходит от причастия. Для того, чтобы их рассмотреть, первым делом мы с вами вспомним о том, как происходят отглагольные формы, то есть в нашем случае причастие, качество или свойство. Оно происходит от основной формы глагола хана, которая может быть использована и в прямом смысловом значении в качестве повеления в адрес второго лица в единственном числе. То есть хана – ночуй. Итак, путем добавления окончаний к этой основе и образуются временные глагольные формы. Для того, чтобы образовать настоящее время, добавляем букву «н» и гласную из корня. В корне у нас гласная «о», в результате получается ханана, то есть ночуй. А для того, чтобы образовать форму прошедшего времени, мы добавляем букву «б» и также гласную из корня. В результате у нас получается хоноба, то есть переночевал. Таким образом, мы с вами видим, что в бурятском языке чистых временных глагольных форм всего две. Настоящего и прошедшего времени, а форма будущего времени, она производная от причастия. Для носителя русского языка может показаться несколько удивительным то, что нет формы глагола будущего времени, но, друзья, если мы с вами задумаемся, то когда мы в русском языке говорим, допустим, «завтра я пойду на работу», то мы говорим всего лишь о своем намерении совершить это действие. Человек не может говорить с уверенностью о своем будущем действии. Если вспомнить классика, то Воланд Булгакова говорил, что человек не знает, что он будет делать в сегодняшний вечер. Что уж говорить о более отдаленных сроках. Кстати, бурятский язык, конечно, не одинок в этом. Например, в татарском языке также отсутствует форма глагола будущего времени. Вообще, у бурятского и татарского языков достаточно много таких схожих моментов именно в таких фундаментальных смыслах. Мы уже поняли насчет формы будущего времени. Также в татарском языке, как и в бурятском,
основа глагола совпадает с формой повеления, и также от нее образуются временные глагольные формы и спряжение глагола. Спряжение глагола — это, по-простому говоря, его видоизменение в словосочетании с различными местоимениями в разных родах и разных числах. Кроме того, в татарском языке, как и в бурятском, местоимение третьего лица в единственном числе, в бурятском это тыры, а в татарском у, может означать и он, и она. Итак, друзья, мы с вами подошли к теме спряжения бурятского глагола. Перед тем, как к ней перейти, хочу сказать, что татарский язык я не изучал, но смотрел в Ютубе очень интересный проект татарский с Дмитрием Петровым. Всем рекомендую. А сейчас мы переворачиваем нашу доску и видим схему спряжения бурятского глагола. Вспоминая того же Дмитрия Петрова, он рекомендует начинать освоение языка всегда с хорошей новости. Итак, наша хорошая новость, то что спряжение бурятского глагола происходит по гораздо более простой логике, чем в татарском языке. Для того, чтобы проспрягать бурятский глагол, достаточно взять его временную форму и добавлять к ней окончание, которое будет представлять из себя сокращенные местоимения. Поскольку мы сегодня начали с формы глагола будущего времени, то давайте мы и рассмотрим спряжение бурятского глагола на примере будущего времени. Возьмем глагол «оша» со значением «идти от говорящего», по направлению от меня. Итак, би ошхаб, я пойду. Мы видим, что форма глагола будущего времени ошха присоединяет к себе сокращенное местоимение би, получается би ошхаб. То же самое в иди ошхабди, мы пойдем, ши ошхаш, ты пойдешь, та ошхат, вы пойдете, тыры ошха и тыры ошха. Мы видим, что в третьем лице глагол ничего к себе не присоединяет, остается в неизменном виде. Это у нас форма утверждения, дальше у нас идет форма вопроса. Форма вопроса формируется с помощью уже известной нам частицы гу, то есть она забирает на себя вот это сокращенное местоимение, пишется она отдельно, и получается би ошхугуб, я пойду, буди ошхугубди, мы пойдем, ши ошхугуш, ты пойдешь, та ошхугуб, вы пойдете, тыры ошхугу, он пойдет, он, она пойдет, тыры ошхугу, они пойдут. И также просто формируется форма отрицания, только для нее используется уже другая частица «вы», которая пишется слитно, происходит она от слова «увы», то есть «нет». Итак, «я не пойду» будет «виошхуй». Здесь надо поставить ударение для того, чтобы правильно это слово произносить «виошхуй». При этом надо понимать, что это ударение отличается от ударения в русском языке. Если бы в русском языке ударение падало на «о», допустим, как в слове «окно», то «о» звучало бы очень четко. Но в данном случае этот звук не «о». Мы с вами помним, что гласные бурятского языка в середине слова между двумя согласными испытывают с их стороны притеснение и начинает звучать очень кратко, что-то похожий на звук или краткий звук или в русском языке. Получается би ошхуй. Сразу скажу, что у этого слова есть три основных варианта произношения. Тот, который я озвучил, би ошхуй. Второй вариант исходит из того, что гуй — это бывшее слово увы, и он звучит как ошхуй. И третий вариант, он как раз и связан с тем, что краткие гласные в середине бурятского слова между согласными зажевываются, и вот эта гласная фактически выпадает, звук «х» начинает взаимодействовать со звуком «г», и получается что-то вроде двойной «к». Получается «би ошкуп», «я не пойду». Ну и дальше все точно, вся логика также реализуется. «Выйди ошхугубди», «ши ошхугуиш», «та ошхугуит», «вы не пойдете»,
ошхлуй, она не пойдет, и ошхлуй, они не пойдут. А для того, чтобы распрягать форму глагола настоящего времени, достаточно поменять вот эту букву Х на букву Н. Вся эта логика полностью сохраняется. Для того, чтобы распрягать форму глагола прошедшего времени, меняем вот эту букву Х на букву В. Вся эта логика сохраняется, кроме, пожалуй, формы отрицания, поскольку форма прошедшего времени ОШВ с отрицанием не используется. С отрицанием используется другая форма, но это отдельный вопрос, мы обязательно его еще рассмотрим. Итак, друзья, мы с вами можем подвести итог сегодняшней встречи. Мы с вами рассмотрели временные формы бурятского глагола, а также рассмотрели спряжение бурятского глагола, то есть его взаимодействие со всеми местоимениями и во всех формах утверждения, вопрос и отрицание. Здесь при этом есть два момента. Один рациональный и второй иррациональный, можно так сказать. Рациональный заключается в том, что вот это спряжение глагола с местоимениями – это навык построения предложений бурятского языка. А, собственно, навык говорить на любом языке – это и есть навык построения предложений. Так вот, вот этот навык построения коротких предложений, он позволит в конечном счете говорить длинным предложением, когда вы будете просто погружать в эту конструкцию, внутрь ее, какую-то дополнительную информацию. Ну, самый простой пример, там, «Ви ажалдаушхоп», да, «я пойду на работу». А второй иррациональный момент заключается в том, что когда вы доведете до автоматизма взаимодействия местоимения с глаголом, то есть вы уже будете воспроизводить такие предложения на подсознательном уровне, со стороны языка, который находится в вашем подсознании, начнется встречное движение. То есть, грубо говоря, он начнет просыпаться. И на этом этапе любое ваше дополнительное действие будет приносить удвоенный или даже утроенный эффект. Предлагаю, друзья, в этом убедиться. Осваивайте бурятский язык вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал. Дахим лазатра барьте.